فبما رحمة من الله لنت لهم. Конференция в отеле «Локал» началась с чтения священного Корана. Участвуют в ней известные богословы и общественные деятели, а также гости из других республик Северного Кавказа. С приветственным словом перед собравшимися выступил почетный гость мероприятия, председатель Совета алимов Республик Северокавказского федерального округа Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Сегодня в одной Чеченской республике, муфти не даст мне солгать, более 1500 мечетей в Чечне. Альхамдулиллах. Альхамдулиллах. Это что говорит? Что у нас свобода вероисповедания. Что мы живем сегодня в свободной стране, которые имеют право и жить, и творить, и созидать. Принять участие в столь значимом мероприятии прибыл и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев. Ровно 25 лет назад данная организация была создана по инициативе Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ее главными задачами стали просвещение молодежи, борьба с терроризмом и экстремизмом, укрепление межнационального и межконфессионального согласия. В своем выступлении Исмаил Хаджи Бердиев рассказал о роли первого президента Чеченской Республики в становлении мира и единения в регионе. Спасибо вам, то, что вы делаете, продолжаете дело Ахмад Хаджи. Ахмад Хаджи, он действительно ушел шахидом. Иншаллах, когда мы все уйдем, он у нас тоже будет заступником. То, что мы делали и старались продолжать его делать. Сегодня наша задача в чем заключается? То, что наша борьба, она может быть порой и не видна, но тем не менее мы не останавливаемся. Каждый на своих местах после утреннего намаза делаем дуа, чтобы Аллаху Та'ала остановил эту нечисть, которая идет у нас и на Украине, и в Израиле. Главной темой конференции стало сохранение духовно-нравственных ценностей от влияния западных идей. В своем докладе помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал о политике двойных стандартов на Западе и об идеологической борьбе в современном мире. Также он сообщил о частичном блокировании страниц в соцсетях СМИ нашей республики. Буквально вчера заблокировали крупнейшие в России YouTube-каналы нашего государственного телеканала «Грозный», где многомиллионная аудитория получала информацию. То есть мы видим, что нет никакой свободы слова, что политика двойных стандартов западного мира она противоречит их же догмам, что нет никакой свободы волеизъявления, получения информации. Разве не это ли является нарушением прав той многомиллионной аудитории на получение информации? То есть политика двойных стандартов, она сегодня пронизывает все аспекты жизнедеятельности коллективного Запада, поскольку эти страны, сегодня было сказано уважаемым Исмаилом Хаджи, было сказано про политику Соединенных Штатов Америки. Я хочу сказать, что эти страны, они построены на идеологии двойных стандартов. Также участники конференции отметили, что в Чеченской Республике созданы все условия для свободы вероисповедания. Они подчеркнули, что глава региона регулярно оказывает всевозможную помощь не только жителям республики, но и далеко за ее пределами. Еще одной темой конференции стала специальная военная операция. В своих выступлениях участники мероприятия отметили важность сохранения духовно-нравственных ценностей в непростое для страны время. О роли Ахмата Хаджи Кадырова в укреплении духовных и нравственных ценностей рассказал советник главы Чеченской Республики, муфти региона Салах Хаджи Межиев. духовно-нравственные ценности езер, биох идеологин духал, мух болба без, от балхацан камухик диез, и кацаик садол шхлер, от хакиха вошахета конференции дейл киет масхаз хоч шхле.
В ходе мероприятия начальнику отдела обеспечения безопасности главы региона Адаму Кадырову вручили орден за служение религии ислам первой степени. Награду ему передал муфти региона Салах Хаджи Межиев. Наградить орденом за служение религии ислам первой степени Кадырова Адама Рамзановича, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. Участие в конференции приняли более 800 человек со всего Северного Кавказа. Данное мероприятие было приурочено к 25-летию Координационного центра мусульман Северного Кавказа и стало площадкой для обмена опытом. Диана Хармуш, Адам Арсанукаев, Аслан Висхаев. Неделя.